Радіо.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Як звычайна, нашы стрымы са студыі можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Сёння ў нас такі літаратурны, фактычна эфірны дзень. Ось о 13-й гадзіне ў эфіры быў са сваёй новай кніжкай паэт-перакладчык Андрэй Хаданович, і я прэзентую яшчэ адну кнігу, якую сёння можна будзе таксама атрымаць. Кніга называецца «Дзяржыся, пішы, трымайся і пішы». Аўтар гэтай кнігі Кацярына Оаро. Кацярына у свой час супрацоўнічала з еўрапейскім радыё, напісала кнігу пра еўрапейскае радыё. Радыё выкрыла усе таямніцы журналісцкай кухні, і абяцана, што гэтая кніга, яна выкрывае усе міфы пра пісьменніцкі працэс, пісьменніцкую кухню. На жаль, гэтую кнігу я пачытаць яшчэ не паспеў, таму сказаць, праўда гэта ці не магу. Думаю, прачытаю, тым не менш. Вось гэтая кніга, сёння Кацярына будзе прэзентаваць яе у Акадэм-кнізе. Заўтра будзе прэзентаваць ее, так што можаце на заўтра на вечар планаваць сябе. І, Кацярына, добры дзень. Добрый дзень, Зміцер. Рады, што нарэшце вы даехалі да нас, даўно не бачыліся. Колькі гадоў прайшло, каб апошні раз бачыліся? 1 год усяго толькі. Калі вы былі мінулы раз, па-моему, мяне не было ў рэдакцыі. Можа быць, да. Мы размінуліся. Тым не менш, Кацярына, калі абяцаюць, што ў гэтай кнізе вы развенчваеце міфы пра пісьменніцкія працэсы, дзейнасць, давайте пачнем з самага пачатку. Такі міф асноўны, што пісьменнік – гэта чалавек, які прыдумаў нейкую ідэю, пра што ён напіша кнігу, і для гэтага дзе-небудзь закрываецца ў цішы кабінета, ці там едзе куды-небудзь там на выспу пасярод мора, ці ў беларускае палессе на якое-небудзь там у балоты, у лясы, там хаваецца ад усіх і год там цярэбіць сабе лысіну і творыць нейкі бестселлер. Ці сапраўды так? С этой книгой у меня был совершенно другой опыт. И в этой книге есть глава в конце о том, что миф, что писательство — это одинокое дело. Во-первых, сама книга выросла из моего преподавания писательского мастерства, и, соответственно, в нее вошли истории авторов, с которыми я работала. Потом в нее вошли мои истории и истории классиков. И когда я писала эту книгу, у меня был очень жесткий дедлайн, который мне поставило издательство АСТ, и я на него согласилась, и у меня было мало времени, у меня не было возможности, как художник отходит от холста и смотрит на свою картину и может что-то поправить, как писатель обычно откладывает свой текст, через пару месяцев читает свежим взглядом, у меня не было этого времени. И я работала с бета-ридерами. Бета-ридеры — это люди, которые заинтересованы, которым интересна эта книга, которые верят в меня. Их было 16 человек, представляете? И они получали каждый раз извещение о том, что у меня готова новая глава, читали, были совершенно в разных местах земли. У кого-то была ночь, у кого-то утро, кто-то там ребенка укачивал и записывал мне аудиодорожку, и давали мне обратную связь. И я прямо в процессе написания тут же правила эту книгу и сама, и исходя из того, что они мне говорили. Они не давали мне какие-то замечания по стилю, но давали по смыслу, где им понятно, где им непонятно, где хочется больше примеров и так далее. Ну, то есть можно сказать, что вот пэўны момент вы атрымліваеце зваротную сувязь, і там нейкі этот рыдар ваш кажа вам: вось у гэта глава хатнім гаспадыням не спадабаецца. Тут нема чаго-то такога, што падабаецца менавіта хатнім гаспадыням. І Кацярына садзіцца і там перапісвае: так, каб хатнім гаспадыням спадабалася, мне трэба это напісаць. Вядома, было не зусім так. Я ставила вопросы, которые меня волновали, и говорила: не слишком ли здесь много, допустим, ссылок на научные труды? Или не слишком ли легкий стиль? Мне кажется, я здесь уже так легко пишу, что это может показаться легковесным. Захотелось ли вам сделать это упражнение? Не слишком ли много цитат? И так далее. То есть я ставила им вопросы сама, и
Дальше они давали мне какую-то собственную обратную связь, но понятно, что домохозяйки там не звучали, потому что я выбрала бета-ридеров из той аудитории, которая точно аудитория моей книги. Это пишущие люди или люди, которые что-то другое создают. Но да, периодически, когда они мне говорили, ты знаешь, ты вот пишешь тут про клише и штампы, а мы не знаем, что такое штампы, и я думала, боже, кто-то не знает, что такое штампы, и я делала приложение со штампами, и только благодаря бета-ридерам я поняла, что да, не все знают там этот термин. Поэтому кое-что я Справа поменяла. менавіта у тэрміне, не ў тым, што яны не ведаюць, што такое штампы. А, Ну, па сэнсе. Они не умеют их различать, и когда я пишу, как их можно обыгрывать, как с ними можно заигрывать в тексте, что их не обязательно убирать, это может быть прекрасный прием, они не могут это применить, потому что они говорят, подожди, а что такое штампы? И я даю несколько страниц примеров, чтобы они почувствовали и начали это в тексте вычленять. Угу. Добра. Я адмыслова ўзяў такі жартаўлівы нейкі такі тон. Справа ў тым, што гэта по вялікаму рахунку гэта книга подручник. Я бы сказала, что эта книга союзник. Как знаешь, в любых историях, когда герой отправляется в путь, он в какой-то момент встречает союзника, который ему помогает там пройти, попасть в чрево кита и дальше победить. И мне кажется, что эта книга такой друг, с которым можно поговорить о литературе, признаться в своих страхах, признаться в своих ограничениях, получить бережный, теплый взгляд и еще пачку упражнений. То есть это не классический учебник, в котором делай раз, два, три. Я писала ее не с позиции такого сверху эксперта, а скорее с позиции на равных, как литературный родственник. Угу. Таким чынам, это так вот, калі хтосьці сумневаецца, ой, а пісаць мне ці не пісаць, а займацца гэтым ці не займацца, ён адкрыў эту кнігу, і тут такі цёплы погляд адтуда. Конечно, пішы. Гэта ніхто не прачытае, но ты пішы. Амаль что так, почти так. Я думаю, что если кому-то прям так кортить, да, так хочется писать, значит, этот человек в себе книгу уже носит. Но очень часто он ищет внешнего одобрения, чтобы какие-нибудь писатели седые с сигаретками сказали ему, вот да, тебе писать, а тебе нет, и это никогда не работает. И я рассказываю очень такую уязвимую там историю, как меня не хотели брать в Литинститут, и что потом из этого вышло. И вывод мой в том, что никто извне не может сказать, писать или не писать. Но если внутри есть эта книга, конечно, надо писать. Потому что она есть не у всех. Совсем не каждый человек мечтает вставать в 6 утра до работы и пару часов там редактировать свой текст. Многие выбирают сладкие сны, подушку, свидание и все остальное. И я верю в тех, кому хочется писать. Вот глядзі, што мы маем на сучасным этапе, паглядзець беларускую літаратуру. Больш за ўсіх за апошнія часы шуму нарабіла 2 гады таму уже фактычна кніга Горвата. Кніга Горвата што з сябе ўяўляе? Сядзеў чалавек дзе-то там на вёсцы і проста ў Фейсбуку пісаў посцікі, што з ім кожны дзень адбываецца. Потым прыйшоў выдавец Ваня Кобзік і сказала, давай-ка зробім з гэтага кнігу. Просто сабралі з Фейсбука вот гэтыя яго нататачкі, такія невялічкія замалёвачкі, сабралі ўсё это под адной вокладкай, і атрымалася кніга, якая ўзарвала тут белсучліт, выбачайце за это слово. І вот што, вот такому вот Горвату патрэбна вот гэтая кніга? Ну, гэта трэба спытаць у Горвата. Не, я твоё вот меркаванне, ўсё ж такі у такой ситуации, калі кнігі пішуцца, ну, ствараюцца, складаюцца па выніку з нейкіх вот нататак у Фейсбуку. І я ведаю, што шмат хто ўжо задумаўся над тым, каб вот са сваіх нататак нейкіх вот па падарожжах ці яшчэ дзе-небудзь сабраць і зрабіць кнігу, па прыкладу Горвата. Вот гэтым людзям ўсё ж такі дапаможнік патрэбны ці не? Я думаю, что да, потому что он шире, чем просто набор упражнений, и потому что человек, который выдал свои заметки, не все заметки интересны, да, а заметки Горвата очень интересны. И тот, кто собрал их под одной обложкой, следующую книгу может захотеть сделать в каком-то еще жанре. Или вообще проанализировать и понять, а что у него работает, а какие сильные стороны. Потому что иногда первый успех приходит вот так. Я не говорю, что у Горвата он пришел вот так. И в этой книге есть очень много о современных жанрах, о разных микрофикшн, когда
рассказ вообще умещается в одно предложение. И мне кажется, что это замечательно, что есть столько разных форматов. Сейчас книга вышла в начале сентября, и я получаю, в общем, каждое утро на нее какую-то обратную связь. Меня отмечают там в Инстаграме, в Фейсбуке, пишут личные сообщения. И мне пишут, например, даже художники и фотографы, что у них те же самые творческие блокировки, что им было полезно это прочесть. Поэтому я ее писала для очень широкой аудитории, и поэтому она розового цвета, потому что она такая открытая, она не альтернативная, не андеграундная, как, может быть, первая моя книга. И я думаю, что в момент, когда Горвату в его деревушке захочется с кем-нибудь поговорить о литературе глубоко, эта книга может стать хорошим собеседником. Угу. Знаете, мне вот падабаюцца такія сітуацыі, калі такія нараджаюцца апісальныя фармулёўкі, калі раптам вот падчас эфіру з Анатоліем Лябедзькам мы прыйшлі да высновы, што ён зараз не палітык, а чалавек-будзільнік. Гаворачы зараз пра эту кнігу, это кніга-разблакіратар. Да. Да. Яшчэ адзін міф звязаны з літаратурай. Все зараз ведаюць, што каб выдаць кнігу, ёсць тебе грошы, выдасі ўсё, што заўгодна, што б ты там не напісаў, хоць якую беліберду. І чалавек думае, от грошай у мяне няма, і каму гэта трэба? От супраца з выдавецтвамі. Вот тут ёсць рэцэпты, як супрацоўнічаць з выдавецтвамі, каб выдавецтва да цябе прыйшло, нават калі гэта першая кніга і сказала, мы яе возьмем, самі тут надрукуем, мы зробім з цябе тут, я не знаю, там, Стівена Кінга, Горвата, ладно, Віктора Мартиновича, каб не было обидно. Ти вот як? Внутри этой книги таких рецептов нет, но издательство предложило мне написать сиквел, следующую книгу в серии, как раз об этом. Что делать дальше, когда книга написана, как ее предлагать, как о ней рассказывать, как ее продвигать и так далее. Я пока не знаю, я не согласилась еще и не отказалась от этого предложения, но я могу рассказать свою историю, которая уже этот миф опровергает. Давай, раз уж взялись разбурать мифы. Да. Я не ждала, когда ко мне придет издательство, потому что я откалибровала себя, у меня есть сайт, блог, соцсети, но это не такие охваты, как у бьюти-блогеров или тех, кто занимается спортивным питанием или чем-то еще таким. Я сделала очень подробный синопсис по всем стандартам США даже, а не Беларуси и России. И у меня месяц ушел на то, чтобы сделать синопсис на 15 страницах со всеми необходимыми частями, которые там должны быть. Я отдала дизайнеру, чтобы мне это красиво сверстали, проставили активные ссылки, и отправила это в 3 издательства, самых крупных российских. «Миф», «Альпина Паблишер» и «АСТ». «Миф» и «Альпина» сказали мне, все они очень быстро ответили, да, говоря о мифах, что издательства отвечают год, а самый длинный ответ, наверное, был 3 недели, самый быстрый 2 дня. Самый быстрый ответ от АСТ пришел мне вообще в воскресенье, когда, мне кажется, люди не должны работать. И это было такое, да, успеете ли вы, мы хотели бы не только ее взять, мы хотели бы ее издать в сентябре к книжной ярмарке, успеете ли вы дописать ее до июля? Потом, это был незнакомый мне человек, то есть это не был какой-то личный контакт, блат или что-то такое. И обычно книги, которые издаются, первый тираж всегда 2000 экземпляров. Книга понравилась издательству, мне поставили 3000 и чуть выше роялтис. И гонорар выплатили сразу, хотя обычно нормальная практика заплатить его потом. Когда я дописала книгу, и мы открыли предзаказ, на нее было столько предзаказов, что в типографию позвонили и сказали, печатайте 5000. И сейчас уже этот тираж почти разошелся. Это о том, что если отправить не в одно издательство, а в 3, да, и если хорошенько подготовиться и все сделать, без всяких контактов и без денег, можно еще на этом даже и заработать, небольшие деньги, но все-таки. И можно быть напечатанным и услышанным, и прочитанным. Мы перервемся на невелічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё, пасля працягнем развенчваць міфы пісьменніцкага працэсу. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Віцэ-спікерка польскага сейма стала непажаданай асобай у Беларусі і Расіі. Малгажата Гасеўска трапіла ў расійскі чорны спіс. Пра гэта яна даведалася 29 верасня, калі спрабавала прыехаць у Беларусь. Польская палітыка адзначыла, што на беларускай мяжы адчула, што да яе змянілася стаўленне ў параўнанні з папярэднімі візітамі. Хаця яна ехала на аўтамабілі генконсула Польшчы ў Гародні, памежнікі спрабавалі праверыць яе багаж. Афіцыйны прадстаўнік Дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі Антон Бычкоўскі пацвердзіў словы польскага палітыка. Ёй паведамілі, што яна з'яўляецца непажаданай асобай на тэрыторыі гэтак званай саюзнай дзяржавы. У Беларусі Гасеўская сустракалася з прадстаўнікамі польскай дыяспары, ды ўсклала кветкі да магіл палякаў, якія ў 1939 годзе абаранялі горад ад савецкага наступу. З прадпрыемстваў у Пружанах добраахвотна прымусова збіраюць грошы за мінулы суботнік. Пра гэта паведамляе блогер Антон Матолька. У сувязі з правядзеннем раённага суботніка вам неабходна да 19 кастрычніка пералічыць сродкі, заробленыя на суботніку ў памеры не менш за 7 рублёў на аднаго работніка на разліковы рахунак райвыканкама, гаворыцца ў гэтым загадзе. На заўтра абвешчанае штармавое папярэджанне. Будзе моцны вецер. Па ўсёй краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы і, як не дзіўна, месцамі будуць навальніцы. Уначы 7-13, удзень 19 градусаў цяпла. На паўднёвым усходзе да 23. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і ў мяне ў гасцях Кацярына Оаро, пісьменніца, якая ў свой час напісала бестселлер пра еўрапейскае радыё. А зараз вот чарговая кніга, мы ўжо прыдумалі, што яе можна назваць кніга «Разблакіратор» для тых, хто адчувае ў сабе ўнутры пісьменніцкі зуд, але пакуль яшчэ не ведае, не знайшоў у сябе смеласці узяцца, сесці і пачаць пісаць. Вось такая кніга «Трымайся і пішы», бясстрашная кніга пра стварэнне тэкстаў. Будзем далей развенчваць міфы. Якія яшчэ ёсць міфы пра пісьменніцкі працэс? Вот мы расказалі пра тое, што не абавязкова дзесьці хавацца на выспе і ў адзіноце ствараць нейкі геніальны тэкст, а таксама пра тое, што трэба бегаць за выдаўцамі, там на коленях прасіць... З грашыма. Да, з грашыма ў руках патрасаючы. Я заплачу, толькі выдайце мяне, яшчэ за вами побегаюць. Что яшчэ, якія міфы? Ну, например, очень популярный миф, что романы или вообще любые тексты пишутся на вдохновении только. Вот нет вдохновения, не пишу. И мне кажется, что многие... Вот это вот «ждал вдохновения» будет написано на многих могильных плитах незаконченных книг. В этой книге есть глава про вдохновение, миф о вдохновении. И я показываю, как Толстой, когда он уже был признанным автором, он уже написал «Войну и мир», он уже знал свой писательский процесс, все равно впадает в эйфорию и говорит: «Я задумал Анну Каренину, она будет готова через 2 недели». И дальше письма в течение 4 лет, в которых далеко не только вдохновение, в которых он периодически ненавидит Анну, он хочет, чтобы кто-нибудь другой написал этот роман за него. Его жена говорит: «Левушка опять ушел уток стрелять», не пишет, прокрастинирует. И вот эта вот идея, что вдохновение может быть топливом на большой текст, она совершенно странная, потому что сильная эмоция всегда лаконична. Нельзя долго ее длить. Да? Вдохновение уходит, как только что-то перестает быть новым, но появляется огромное количество других чувств, на которых можно уехать дальше. Но атрымліваецца так, что вот як человек приходит на завод, становится до станка, и там с 9 раницы там, до 17, скажем, там 18 вечера точит детали. Так и тут, некий там повинен был час. Не турбуйте меня, табличка, не турбуйте меня, там с 14 до 21 я пишу роман. Ну, это один из способов, да, можно так делать. Можно еще по-разному. А сам сидишь там, качаешься и глядишь, як дым за кольцами сочишь. Ну вот, кстати,
говорят, что ты в этот момент ничего не делаешь, но мозг формирует там композицию глав и так далее. И когда я писала эту книгу, у меня были дни, не дни, а часы, наверное, когда я просто тупила в ролике на YouTube, а потом садилась и очень быстро писала главу. То есть нужно какое-то время для ничего не делания, чтобы войти в это более медленное состояние, чем обычно в жизни, и выдать текст. Яшчэ адзін міф, ён сучасны, пра тое, што у нашы часы там кароткіх твітаў і коцікаў у інстаграме людзі больш не цікавяцца, што ніхто не чытае папяровыя выданні, кнігі, раманы тым больш. Вот, і таму не варта за гэта і нават і брацца, нікому гэта не патрэбна. Я думаю, что если текст написан так, как будто кино снято, да, картинками, которые включают разные органы чувств. Когда читаешь текст, там кто-нибудь курит в тексте, ты уже слышишь этот сигаретный запах. Кто-то влюблен, и у тебя уже там в животе поднимаются какие-то пузырьки. И так можно писать, есть инструменты. Мотыльки там. Мотыльки, да. Крылышками трапишь, шакой, козычуть. Да. И так научиться писать можно, и как раз в этой книге есть упражнения на этот счет. Если писать так, никто не заметит, на каком носителе он читает и какой длины текст. Пример тому, например, меня очень часто спрашивают, как я переехала во Францию. Мне надоело отвечать, и я решила написать про это в Инстаграме. В Инстаграме есть ограничение, да, 2000 знаков, и я сделала такой длиннющий сериал, то есть каждый день там была новая серия. И люди сейчас, когда приходят новые подписчики в Инстаграм, они читают, я вижу, вот как я смотрю сериалы, сразу там 50 серий, и их не смущает объем и то, что надо читать, и вообще Инстаграм — это про картинку, потому что я написала эту историю, используя правила писательского мастерства и в плане сюжетостроения, и в плане стиля, и все эти клиффхенгеры в конце. И я думаю, что мне очень нравятся современные жанры и книги, которые там из каких-нибудь сообщений на Тиндере вообще составлены или в Твиттере, и microfiction, который мы уже упоминали, но и длинные тексты могут быть совершенно захватывающими. Вот скажи мне, во Франции, не буду казаць там про Францию, не шмат я там ездзіў, напрыклад, по Франции, где-нибудь у метро ці в аўтобусе, а вот зараз ты у Мінску. Вот ты едешь у метро. Вот шмат ты бачыш людзей, якія сядзяць там с папяровымі кніжкамі, ну ці хаця б там с чыталкамі і нешта такое зацята читаюць, там падымаючы там брови, там ждуць яшчэ что-нибудь. В Минске невозможно короткие расстояния между станциями. Там не успеешь раскрыть книжку, уже нужно выходить. Но до этого у меня были презентации в Москве и в Петербурге, и там длиннющие станции, и все читают. Я думаю, в Минске они просто читают в других местах. Метро, правда, не самое удобное место для чтения в этом городе. Ага, значит, каб беларусы ізноўку вярнулі сабе званне чытаючай нацыі, трэба метро паболей зрабіць, падаўжэй. Напрыклад. Тым не менш, ўсё ж такі, вот цікава, мы зараз спрачаліся сёння з Хадановічам наконт таго, ці патрэбна ўвогуле ў сучасным свеце паэзія. І цікавую такую ён мне даў звестку, скажем, адкрыліся, вот ёсць такія курсы маладога літаратара ў Беларусі, і там сёлета пачало, там звычайна набіралі тых, хто піша прозу, а сёлета набіраюць такі, скажем, факультэт паэзіі, назовём это так. І планавалі зрабіць 20 месцаў і атрымалі 70 заявак. Такім чынам, как бы, ну, не скажем, наколькі шмат чытаюць, но пішуць шмат. А вот з прозай сітуацыя такая ж, як з паэзіяй, ці не? Бо на паэзію закахаўся і раптам нават ніколі не пісаў і прабіла. А с прозой як? Мне кажется, что мы очень такая текстоцентричная, логоцентричная нация, и ко мне постоянно приходят люди самых разных профессий, ко мне как преподавателю писательского мастерства, которые хотят написать книгу прозы. Иногда, например, у меня был клиент, автор, с которым я работала, он работал на СТО. И он писал реально очень хорошие рассказы про ВДВ, про СТО, в них даже был мат, но это было так тонко сделано, я абсолютный фанат его книг. Приходят психологи, приходят доктора, приходят юристы, в общем, я не знаю, человек какой профессии еще ко мне не приходил. Люди любят истории,
мы платим большие деньги за то, чтобы нам показывали истории, да, например, когда идем в кино или скачиваем себе фильм, чтобы посмотреть дома на компьютере. И книги — это все та же история. Скажи мне, от все ж таки, як з аднаго боку, беларуска, якая ведае гэтую краіну, любіць гэтую краіну, з другого боку, чалавек, які вот звонку шмат гадоў жывеш во Францыі, з трэцяга боку сама літаратар. Што не так з беларускай літаратурай? Чаму вот яна не на такім узроўні, вот чаму все ганяюцца за нейкімі перакладамі замежных аўтараў, глядзяць, а што там вот у Расіі выдалі, і не столькі сочаць за сваім. Вот чаго не хапае нам? Когда я начала слушать твой вопрос, я подумала, что надо сказать все так, но чем больше ты его задавал, тем больше я стала думать про как раз все эти ограничивающие убеждения и мифы. Знаешь, вот я даже вспоминаю реакцию на мою первую книгу, когда у меня еще не было никакого имени, никто меня не знал, еще такая провокационная фамилия, 2 О в белорусской мове как бы не работает, а у меня так. И на меня посыпался какой-то шквал комментариев там на мои интервью, таких обесценивающих от людей, которые еще не читали книгу. Есть что-то такое в обществе, что как только ты высунулся и как-то проявился, надо тебя назад. И за эти 6 лет, что я живу во Франции, я довольно сильно отдохнула от этого и набралась смелости. Но когда я здесь встречаюсь со студентами, например, вот я иду на журфак в среду, и в прошлом году с ними встречалась, вопросы крутятся вокруг этого, а как проявляться, а где взять смелость, а вот если мне скажут то, если это, а я пишу, это не шедевр. И так много вот этих вот противных мифов и ограничений, я поэтому эту книгу и написала, что у меня внутри все аж воспламеняется, когда я это слышу. И мне кажется, что вот этого бесстрашия, наверное, не хватает. Сама среда как будто бы не поощряет это. И я бы мечтала, чтобы это изменилось. Ты вот зараз вот описала так беларускую нацию, якая хоча, каб усе былі вот так вот под один узровень, такие шэренькие, вот где-то на ўзроўні бульбоўніка и не высовываліся з яго. Ну, я много слышу такого. Даже тот же Горват, да, издал книгу свою, она взлетела, все ее читают, она мне прилетела во Францию, я, да, услышала о ней. По-моему, здорово. Но я слышу, что его судят, например, что он на ней хорошо заработал. А другой человек напишет книгу, его язык осуждают, у третьего сюжеты. Как будто бы окуляр настроен на то, что не так. Вместо того, чтобы усилить этого автора, поаплодировать ему, и если что-то не так, ну, в следующей книге он это проработает. Это не только белорусская история, это, мне кажется, и российская история тоже, такая постсоветская скорее. Но мне кажется, что этого еще много. В новом поколении меньше, но я довольно много чувствую на себе таких каких-то нападающих, обесценивающих, завистливых взглядов. Добра, вот я прочитаў, да прыкладу, твою книгу, набраўся бесстрашие, сеў і напісаў. А вот ці ёсць там рэцэпт, як вот закрыть себе, як зрабіць свою скуру такой непробиваемой от усіх вот таких комментароў пасля? Такой хороший вопрос, потому что если писатель сделает себе непробиваемую шкуру, он перестанет писать, да, нужно же оставаться чувствительным. Есть много ответов на этот вопрос, но самый такой последний мой ответ, и он есть в книге, это то, что, смотри, вот я пишу эту книгу, да, и у меня есть некая художественная задача передо мной. Я мечтаю, чтобы она звучала как устный разговор, чтобы она не была академической, чтобы она была вот такой даже ближе, чтобы она сообщала свободу творческую, чтобы хотелось человеку писать. Это моя задача. Я ее должна хорошенько осознать, записать себе в начале работы и в конце с ней свериться, как программист сверяется со своим техническим заданием. И тогда потом, если в меня полетят стрелы, что, я не знаю, моя книга не академична или моя книга не подходит кому-то там, я могу всегда ответить себе, что у нее была другая задача, она для другой аудитории, да, я решала в ней какие-то другие вопросы. И это очень хорошая броня. Мне кажется, что вот об этом можно отдельный эфир делать, да, как защищаться. Я вообще и с психологом, и с коучем прорабатывала эти темы, но вот это вот понимание... Намекни, як абараняцца. Я думаю, что гэта вельмі важно не толькі, скажем, для пачынаючых там літаратараў, пісьменнікаў. Вот нават мне было б карысна паслухаць, вот як абараняцца, тому что часам, что ты за эфир зрабіў? Да полная фигня.
знаешь, там, не глядячи на то, что там кто-то похвалил, там 100 человек, но 5 скажут, что это за фигня, и ты уже там... И концентрируешься на да, этих и ты 5. так уже так думаешь, что не так, вот, да неудачник ты там. Если есть возможность, я бы посмотрела, а кто говорит. Очень часто это говорит человек, который ничего не создает, и тогда его мнение для меня не очень ценно, потому что он совершенно ничего не создает, и просто у него какие-то невообразимые стандарты в голове. А дастаткова для себе самого потом сказать, да хто він такий, він нічого не створив, ці треба йому ще отказ написати. Вот, это вторая часть ответа. Я прям специально занималась риторикой, брала уроки по риторике, учила у преподавательницы риторики, которая была у меня в Литинституте, на журфаке тоже по ее книгам учится, и у меня был такой запрос. Научите меня достойно отвечать на вот эти нападки. Они и на презентациях бывают, и везде. И есть замечательные приемы, чтобы вообще сказать, я вижу, что вы меня сейчас обесцениваете, ну, не прямыми словами, да, и этому можно натренироваться. И сейчас, когда я вижу комментарии в Фейсбуке, которые приходят от какого-нибудь такого придиры, ты знаешь, если честно, я уже думаю, попрактикуюсь в риторике. И этому тоже можно научиться, как и создавать тексты. То есть наоборот. Дороженький, иди-ка сюда. Зараз-ка я тебе тут и пощипаю. Ну, не то чтобы пощипаю, но это прекрасный способ перед своей аудиторией тоже показаться. И когда они видят, как ты реагируешь на конфликты, на какой-то такой ядовитый штык, и ты реагируешь достойно, да, они... Ну, достойно, годно это як? Ну, зависит от того, про что нападка. Тут нужно конкретно говорить. Ага. То есть кожная конкретная ситуация по кожному... Да. То есть нельга таки створить, як ты сказала, штамп. То есть придумать себе некий таки годный отказ, яким всех отбрываешь. Если бы он такой существовал, то им бы сейчас уже все пользовались, и тогда он бы так классно не выглядел. А вот научились единицы, и это прям отличает от других. Но я могу привести пример, если так, хочешь. Это тот, который мне сейчас пришел в голову. Не то чтобы это очень сильная нападка, но неприятная вещь. Когда у меня была презентация в Петербурге на прошлой неделе, был очень теплый зал, и вдруг приходит один человек, причем он выглядит харизматично, у него длинные волосы, я подумала, что он какой-то рокер, он такой классный, и он берет микрофон задать вопрос. И он начинает говорить, я, значит, автор 12 книг, вы можете их купить там-то и там-то, он начинает пиариться, и потом он говорит мне, задает провокационный вопрос, как написать книгу, которая изменит мир. Я говорю ему, мне кажется, с миром все в порядке, давайте я вам переадресую, а что вы хотите изменить? И он начинает заполнять собой все время и говорить, в общем, все сходится к тому, что женщина должна быть на кухне, а мужчина совершать подвиги. И зал, я прям чувствую, немеет, потому что что это за замшелая философия? И я говорю ему, я думаю, что стоит написать такую книгу и посмотреть, как мир отреагирует. И тут все начинают хлопать. В моменте это звучало, неожиданно для аудитории. И потом, когда я читала рецензии на эту презентацию, почти все этот момент упоминали. Это неожиданный ответ, да, я не стала с ним спорить, а сказала, так напишите и посмотрите на реакцию мира. Это всего лишь такой один способ, это, да, взять его и валидировать. Но, опять же, говорю, этому можно научиться. Таким чынам прыходзім да высновы, што усяму можна навучыцца. Вось пра гэта менавіта і спрабуе нам давесці Кацярына Оаро у сваёй кніжцы «Трымайся і пішы». Кніжка на рускай мове, таму яна будзе зразумела і тым, хто не ведае беларускай мовы. Тым не менш, дарэчы, моўнае пытанне, калі хтосьці думае, па-беларуску я не напішу, таксама для іх будзе важна, таму што гэта страх. А тут пра тое, як пераадолець страх найперш. Заўтра прэзентацыя ў Акадэм-кнізе 18:30. Калі ласка, можете прыйсці, Кацярыне задаць свае пытанні. Можна і правакацыйна, я думаю, яна годна адкажа. Кацярына Оаро, Зміцер Лукашук, Еўрапейскае радыё для Беларусі. Слухайце і глядзіце нас.